В этот памятный для всего ингушского народа день к жителям Ингушетии обратился и глава региона Махмуд Али Калиматов. Цитата. Уважаемые соотечественники, Хамсара Мехкой, 23 февраля 1944 года – скорбная дата, которая вошла в историю и память ингушского народа, как день страшного геноцида, совершенного против мирного населения 77 лет назад. Это большая трагедия, воспоминания о которой и сегодня заставляют содрогнуться от ужаса и боли. На рассвете 23 февраля 1944 года началась самая массовая по численности и жестокости депортация ингушей и чеченцев. Тотальной депортации подверглись и другие народы – карачаевцы, балкарцы, немцы Поволжья, калмыки и крымские татары. Но операция «Чечевица» по выселению почти полумиллиона чеченцев и ингушей стала самой крупной. В результате сталинского геноцида погибло более половины от численности нашего народа. За годы ссылки ингушский народ прошел тяжелые испытания – голод, холод, болезни и потери родных. Женщины, старики и дети старались выжить в тяжелых условиях, в то время, когда лучшие сыны и дочери ингушского народа плечом к плечу с соотечественниками самоотверженно и героически сражались, защищая родину от фашистских захватчиков, показывая примеры мужества. После депортации сталинская власть делала все для того, чтобы стереть память об ингушах и вычеркнуть их из списка народов СССР. 7 марта 1944 года Чечено-Ингушская ССР была ликвидирована. Вслед за физической расправой уничтожались культурные и исторические памятники, сжигались редкие рукописи, книги и архивы, записи фольклорных текстов, литература и периодические издания, в которых упоминались ингуши. 13 долгих лет в изгнании, каждодневное ожидание возвращения на землю своих отцов и предков. Но это не сломило сильный дух ингушского народа. Он с достоинством преодолел этот самый тяжелый и горький период в его судьбе и выстоял. Победила сила духа, трудолюбие, сплоченность и жизнестойкость, унаследованные от своих предков. И, конечно, вера в торжество справедливости, надежда вернуться на родную землю. Ингуши сохранили свой язык, культуру, обычаи и традиции. Самое главное – любовь к своей родине. Мы храним память о трагических страницах нашей истории, помним имена достойных сыновей и дочерей нашего народа, назидаем молодежи жить в мире и согласии, быть опорой друг другу и противостоять любым вызовам общества. Ингушский народ, переживший эту трагедию, отнюдь не озлобился. Он строит мирную, созидательную жизнь в единой многонациональной семье народов России. Мы с большой теплотой вспоминаем народы Средней Азии, которые приняли нашу боль как свою и протянули руку помощи. В этот скорбный день мы благодарны всем, кто помог нам в этот тяжелый период и оказал всяческую помощь и поддержку. Уважаемые соотечественники, сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто пострадал в результате беззакония, склоняем головы перед светлой памятью безвинных жертв депортации, всех, кто не вернулся на родную землю. Выражаем искренние соболезнования их родным и близким. Желаю вам благополучия, добра и мирного неба над головой. Дал геш долт, дал кахетем бол бенчарях, дал воч хамах лордолт векам.